Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые участники областного фестиваля ярмарки «Дожинки 2016». По доброй белорусской традиции, Сенинский район сегодня встречает гостей и участников праздника тружеников села Витебской области. Сегодня в Сенно собрались лучшие представители агропромышленного комплекса области, промышленности, работники строительной отрасли, жилищно-коммунального хозяйства, дорожники. Все те, кто своим трудом благоустраивал и преображал Сенинский район, вводил объекты социальной сферы, торговли, транспортных сообщений. В нашем празднике принимают участие Леонид Васильевич Амфимов, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь. Александр Григорьевич Поздняк, помощник президента Республики Беларусь, главный инспектор по Витебской области. Руководители министерств и ведомств Республики Беларусь. Депутаты Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. Наши почетные гости из Российской Федерации. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Николай Сергеевич Валуев. Александр Васильевич Богомаз, губернатор Брянской области. Владимир Иванович Попков, председатель Брянской областной думы. Сергей Анатольевич Голубев, председатель Законодательного собрания Тверской области. Алексей Владимирович Федоров, председатель постоянной комиссии Псковского областного собрания депутатов. Юрий Артамонович Ильин, глава муниципального образования Опочницкий район Псковской области. Юрий Иванович Ивашкин, глава муниципального образования Руднянский район Смоленской области. Николай Данилович Мищенко, глава муниципального образования Ельнинский район Смоленской области. Другие представители законодательной и исполнительной власти Российской Федерации. Делегации городов и районов Витебской области. Ветераны труда, которыми гордится Витебщина. Представители трудовых коллективов и общественных организаций. Белорусы испокон веков чтили и уважали труд хлебороба. Хлеб всему голова. И эти слова стали своеобразным девизом для всех тружеников села, которые своим трудом, собранным урожаем, приумножают благосостояние нашего государства. И не случайно. Хлебные колосья, что взрастила Витебская земля в непростых погодных условиях текущего года, являются символом праздничных мероприятий «Дожинки 2016». Озерный прокид, зеленеют бары. Все люблю, это я, тут родима моя, тут батьки ды сябры. Сашка, Леся, ты Петрусь, все мы разом Беларусь. Колосы, ты да я, что застила земля. Куток, ніби щирий виток, ён нас робить мацней. Дзеля новых падзей, залатых перамог, все вышэй ды вышэй. Янкавіка, ты Кастусь, все мы разом Беларусь. Колосы, ты да я, что застила земля. Любим
часы. Ты да я, что взрастила земля. Любим мой родный край, ты бедней, ты справа. Каравай, выпеченный из зерна нового урожая от хлеборобов Витебщины, вручается председателю Витебского областного исполнительного комитета Николаю Николаевичу Шерстневу. Каравай вручают экипаж комбайна в составе Николая Владимировича Захаренко и Сергея Николаевича Катковского, ордена Ленина сельскохозяйственного производственного кооператива Лариновка Аршанского района. Слово предоставляется председателю Витебского областного исполнительного комитета Николаю Николаевичу Шерстневу. Уважаемые аграрии Витебщины, дорогие гости, участники праздника, труженики села Дожинки 2016. Успешное развитие аграрной отрасли является гарантом продовольственной безопасности страны и формирует одну из важнейших статей белорусского экспорта. От положения дел в сельском хозяйстве во многом зависит устойчивое развитие экономики региона. Достижение агропромышленного комплекса – это итог повседневного напряженного труда, как простых работников сельской нивы, перерабатывающих и обслуживающих организаций, фермеров, так и специалистов, руководителей, ученых аграриев, ветеранов сельскохозяйственного производства и молодежи, работников социальной и культурной сфере на селе. Дожинки – это не только праздник, но и важный социальный проект. Он способствует повышению престижа труда на земле, привлечению внимания молодежи к сельскохозяйственным профессиям. Главным событием фестиваля ярмарки становится чествование героев жатвы, которые своими мозолистыми руками, мастерством и самоотверженным трудом добывают белорусское золото, имя которому хлеб. Хлеб на столе, мир на земле. Эта мудрая истина всегда служила и служит сельчанам и всем, кто причастен к хлебу насущному, заветным ориентиром во всех делах. Чтобы объективно оценить результаты работы аграриев Витебщины, необходимо учитывать условия, в которых эти результаты формировались. Весенняя посевная кампания проходила в сложнейших погодных условиях. Вы, безусловно, это помните. По данным Белгидромета, во второй и третьей декаде апреля в среднем по области выпало 182% осадков от нормы, в том числе по Сенинскому району и по Шарковщинскому районам 3, а по Городокскому 4 нормы. И как результат на 5 мая по отдельным районам Шарковщинскому, Поставскому, Городокскому было посеяно менее 30% яровых зерновых от плана. А некоторые хозяйства приступили к посевной вообще только в мае месяце. С середины мая и практически до конца июня в течение 40 дней по западным районам области засуха. В третьей декаде июня менее 1 мм осадков выпало по Верхнедвинскому, Докшатскому и Шарковщинскому району. В сезон уборочной кампании с середины июля и весь практически август ежедневные дожди. По Сенинскому району выпало 3 месячных нормы осадков. Верхнедвинскому 5 месячных норм за 1 декаду. В результате природных катаклизмов область потеряла значительную часть урожая.
валовый сбор зерна во всех категориях хозяйств составил всего лишь 880 тысяч тонн, или 61% от прошлогоднего. А такие районы, как Глубокский, Лиознинский, Сенинский, Ушацкий, Шарковщинский и Шумилинский, собрали половину от прошлогоднего урожая. Вместе с тем, считаю, что аграрии с достоинством выдержали экзамен. Агрономическая, инженерная служба сработали на высоком профессиональном уровне. На полях области был сформирован достойный урожай зерна. Посевы радовали глаз ухоженностью и чистотой. В сложнейших условиях текущего года именно стабильно работающие хозяйства вновь показали лучшие результаты. СПК «Лариновка» Аршанского района, руководитель Кухтенков Александр Александрович, получена урожайность зерновых 60,9 центнеров с гектара. Хотилы Агро Поставского района, руководитель Криштофович Вячеслав Иосифович, 55 центнеров с гектара. Юбилейный Аршанского района, руководитель Фирсин Александр Владимирович, обеспечил производство зерна в объеме 21 400 тонн. Валовый сбор текущего года позволил выполнить государственный заказ. В полном объеме засыпать семенные фонды. Зерна в области достаточно для рачительного обеспечения общественного животноводства концентрированными кормами. Я повторяю, для рачительного, для грамотного использования. Благосостояние сельского хозяйства на Витебщине зависит от производства и реализации продукции животноводства. Это безусловно. Стабильная кормовая база, увеличение объемов заготовки травянистых кормов стало стратегическим направлением растениеводства в текущем году. Расширение площадей многолетних трав, увеличение удельного веса клеверов, упор на зернобобовые культуры, технологичное возделывание кукурузы подтвердили правильность выбранной стратегии. На сегодняшний день мы уже имеем более 25 центнеров кормовых единиц на условную голову скота. Это на 20% выше уровня прошлого года. А с учетом уборки оставшихся площадей кукурузы, которая сегодня дает более 300 центнеров зеленой массы с гектара, в области будет заготовлено порядка 30 центнеров кормовых единиц или полуторагодовалый объем кормов. В результате недобор зерна текущего года полностью компенсирован как по кормовым единицам, так и по белку. За счет именно увеличения объема заготовки травянистых кормов. Я приведу пример, об этом мы уже не раз говорили. Сравнение. В условиях текущего года каждый гектар бобовых трав, а это в основном клевер, дал по 3,5 тонны кормовых единиц и 700 килограммов белка, в то время как зерновые по 2,7 тонны кормовых единиц и 320 килограммов белка. Это в 2 с лишним раза меньше. При этом себестоимость кормовой единицы многолетних трав в 2-2,5 раза меньше себестоимости зерна. Кроме этого, клевер – это идеальный предшественник под любую культуру. Дополнительно накапливает азот, вы об этом знаете. Улучшает структуру и повышает плодородие почв. Взятое направление необходимо развивать и в последующие годы. Нам необходимо обеспечивать отрасль животноводства собственными, дешевыми кормами, дешевым белком. Для этого надо выращивать горох, люпин и другие бобовые. И желательно в чистом виде, не менее 20% в зерновом клине и получать 200-250 тысяч тонн зернобобовых. Расширить посевы рапса до 100 тысяч гектаров и получать не менее 200 тысяч тонн маслосемян. Дешевый собственный белок – это залог снижения затрат на конечную продукцию – молоко и мясо. Этого требует как внутренний, так и внешний рынок. В конкуренции выигрывает сильнейший. И мы должны стать сильным и выигрывать в этой конкуренции продукции. Я хочу привести примеры. У нас уже есть такие предприятия.
как юбилейный Аршанского района, получили 1770 тонн гороха в чистом виде, 2860 тонн рапса. Практически 4600 тонн белкового сырья. Это то, что надо. Маяк Браславский, 1570 тонн гороха и 1160 тонн рапса. Но это далеко еще не 20% от структуры, то, о чем я говорил. В следующем году с целью стимулирования производства белкового сырья будут полностью пересмотрены условия соревнования. Номинации по производству зерновых, колосовых и зернобобовых будут подводиться отдельно. В последние годы в области сложилась положительная динамика производства картофеля. Это наш второй хлеб. И о нем не сказать, это будет неправильно. Сегодня мы имеем 80 тысяч тонн при средней урожайности 280 центнеров с гектара. Как и в прошлом году, это самый высокий показатель в республике. Толочинский консервный завод, абсолютный лидер в республике, с площади 900 гектаров собрал 45 тысяч тонн клубней при урожайности 500 центнеров с гектара. Одной из составляющих успешного производства является техническая оснащенность сельскохозяйственных организаций. То техническое обеспечение, которое имеет область, нас, конечно же, не устраивает. Наша стратегия – перейти на качественную, высокопроизводительную технику. Нам, как никакой другой области, важны сроки и качество проведения работ. С учетом именно наших природно-климатических условий и почвенных условий. Область продолжит работу по концентрации и укреплению производства, созданию интеграционных структур и крупных холдингов. Именно здесь мы будем формировать все новое и передовое в сельскохозяйственном производстве. За этим будущее села. Работники промышленных предприятий и учреждений городов области, студенты и учащиеся помогают сельским труженикам в наиболее ответственные периоды работ. Мы благодарим всех, молодежь и ветеранов, сельских жителей, подшефные городские организации за ответственное отношение к делу и трудолюбию. Глубокую признательность высказываем руководству концерна «Белнефтехим» и лично его председателю Ляшенко Игорю Васильевичу за поддержку и понимание проблем села. Отмечаем плодотворное сотрудничество с нашими партнерами Минским тракторным заводом, генеральный директор Домотенко Федор Александрович. Гомсельмаш, генеральный директор Комко Александр Иванович. Уважаемые товарищи, за время подготовки к фестивалю значительно преобразился город Сенно. Конечно, вы это уже лично каждый увидели и оценили. Введен в строй после реконструкции районный дом культуры, один из знаковых объектов города. Благоустроена центральная площадь. Сегодня мы открыли новое здание Дворца торжественных обрядов. А это значит, городок становится более привлекательным для молодых семей. После реконструкции распахнул свои двери физкультурно-оздоровительный комплекс. Обновлены здания детской школы искусств, центральной районной библиотеки, историко-краеведческого музея, учреждений образования и здравоохранения. Продолжается модернизация и реконструкция Сенинской центральной районной больницы. Капитально отремонтированы центральные городские улицы, модернизированы инженерные сети водоснабжения. Позитивные преобразования затронули, конечно же, и жилищный фонд, объекты торговли и общественного питания. Выражаем признательность руководству управления Белорусского республиканского союза потребительских обществ и лично его председателю Иванову и Валерию Николаевичу. Слова благодарности мы говорим строителям за слаженную и результативную работу. Уверен, что и город Дубровна, который сегодня принимает эстафету праздника тружеников села Дожинки 2017, также основательно преобразится, как и город Сенно. Толокой общими усилиями
Мы заново перестраиваем наши районные центры, делаем их привлекательными европейскими городами. Большой вклад в создание атмосферы нашего праздника внесли, конечно же, работники культуры области. Завтра в стране отмечается их профессиональный праздник – День работников культуры. Примите, уважаемые работники культуры, самые искренние, самые теплые поздравления. Вы несете радость людям. Пусть и в ваших семьях будет радость, пусть будет благополучие. Всего вам самого наилучшего. Счастья и благополучия в ваших семьях. Уважаемые труженики хлебной Нивы, руководители районов, предприятий, специалисты сельскохозяйственного производства, аграрии Витебщины выражают огромную благодарность руководству страны, президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко за понимание и поддержку в решении вопросов села. Сегодня мы поздравляем передовиков хлебной Нивы. Они настоящие герои нашего времени, которые служат примером нашему подрастающему поколению. Главный результат нелегкого труда всех тружеников села – это гарантированная продовольственная безопасность страны, основа для дальнейшего устойчивого развития аграрного сектора экономики, повышения благосостояния людей. Искренне говорим: уважение, почет и слава нелегкому крестьянскому труду. От себя лично и от всех жителей нашего региона огромное спасибо вам, аграрии Витебщины, за ваш благородный и тяжелый труд. С праздником вас, уважаемые аграрии Витебской области! Спасибо вам за труд! Можем приступать. В соответствии с решением Витебского областного исполнительного комитета определены победители областного соревнования на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в 2016 году. Среди сельскохозяйственных организаций определены победители в 4 номинациях. В номинации среди сельскохозяйственных организаций по производству зерновых и зернобобовых. Первое место. Ордена Ленина. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Лариновка» Аршанского района. Председатель Александр Александрович Кухтенков. Руководителем хозяйства работает 20 лет. В целом по хозяйству с каждого гектара собрано по 60,9 центнера. Победителю вручается диплом и денежная премия. Второе место. Филиал «Горяны Агро» Полоцкого района. Открытого акционерного общества «Полоцкий комбинат хлебопродуктов». Директор Александр Григорьевич Колтунов, который руководит предприятием с 1997 года. Коллективу вручается диплом и денежная премия. Третье место. Открытое акционерное общество Шайтерова Верхнедвинского района. Директор Михаил Петрович Гумненков. Руководит хозяйством с 2005 года. Хозяйству вручается диплом и денежная премия. В номинации среди сельскохозяйственных организаций по производству зернобобовых культур первое место. Сельскохозяйственное производство «Мазаловогаз» Республиканского унитарного предприятия «Витебск-облгаз». Руководитель Роман Равшанович Бабаев. Валовый сбор зернобобовых культур составил 845 тонн. Второе место. Открытое акционерное общество «Студенка» Сенинского района. Директор Евгений Александрович Троян. Собрано 617 тонн зернобобовых культур при урожайности с гектара 32,5 центнера. Третье место. Открытое акционерное общество «Кушлики» Полоцкого района. Директор Федор Федорович Завадский. Собрано 500 тонн зернобобовых, которые занимали 28% в структуре зерновых. Победителям вручается диплом и денежная премия. Поздравляем с победителей и просим занять места в зрительном зале.
номинации среди сельскохозяйственных организаций по валовому производству зерна и производству зерна на балл/гектар победило открытое акционерное общество «Ходилы Агро» Поставского района, обеспечившее самый высокий выход зерна на балл/гектар 242 килограмма при урожайности 55 центнеров с гектара. Директор Вячеслав Иосифович Криштофович. Победителю вручается диплом, денежная премия и ценный подарок. На сцену приглашаются победители номинаций среди главных агрономов и главных инженеров хозяйств, обеспечивающих валовое производство зерна до 7 тысяч тонн и свыше 7 тысяч тонн. Людмила Романовна Лисицына, главный агроном открытого акционерного общества «Кушляки» Полоцкого района. Выход зерна составил 200 килограмм на 1 балл/гектар. Иван Григорьевич Машлякевич, главный агроном открытого акционерного общества «Ходилы Агро» Поставского района. Валовый сбор зерна составил 7420 тонн при урожайности 55 центнеров с гектара. Михаил Николаевич Мартынов, главный инженер Ордена Ленина сельскохозяйственного производственного кооператива «Лариновка» Аршанского района. Намолот зерна на каждый комбайн составил 1235 тонн. Владимир Леонидович Сафронов, главный инженер сельскохозяйственного производственного кооператива «Ольговская» Витебского района. Он уже не первый раз приглашается на сцену как победитель областных соревнований. Победители номинаций среди главных агрономов и главных инженеров получают благодарственные письма Витебского областного исполнительного комитета и денежные премии. Поздравляем с заслуженными наградами и приглашаем занять места в зрительном зале. На сцену приглашаются экипажи комбайнов, ставшие победителями областного соревнования, занявшие первые места во всех группах комбайнов среди взрослых и молодежных экипажей. В первой группе комбайнов экипаж в составе Александра Марьяновича Коростика, старшего комбайнера, и Сергея Викторовича Гончаренко, комбайнера открытого акционерного общества «Кушляки» Полоцкого района, которые на комбайне «Мега-204» намолотили 1127 тонн зерна. Во второй группе комбайнов экипаж в составе Игоря Юрьевича Гурского, старшего комбайнера, и Леонида Васильевича Ковецкого, комбайнера сельскохозяйственного филиала «Селекционно-гибридный центр Заднепровский» открытого акционерного общества «Аршанский комбинат хлебопродуктов», которые на комбайне КЗС-10К «Полесье» убрали 1523 тонны зерна. В третьей группе комбайнов Алексей Николаевич Парчевский, старший комбайнер открытого акционерного общества «Агрокомбинат Юбилейный» Аршанского района, который на комбайне КЗС-1218 «Полесье» намолотил 1760 тонн зерна. В четвертой группе комбайнов экипаж в составе Николая Владимировича Захаренко, старшего комбайнера, и Сергея Николаевича Катковского, комбайнера Ордена Ленина сельскохозяйственного производственного кооператива «Лариновка» Аршанского района, которые на комбайне «Лексион 580» по итогам соревнований намолотили 2099 тонн зерна. Среди молодежных экипажей комбайнов сельскохозяйственных организаций в возрасте до 31 года первые места заняли. Во второй группе комбайнов экипаж комбайна в составе старший комбайнер Борис Васильевич Горнак и комбайнер Виктор Сергеевич Горнак, филиала «Витебская опытная мелиоративная станция» Института мелиорации Республиканского научного дочернего унитарного предприятия «Институт мелиорации» Сенинского района. В третьей группе комбайнов экипаж в составе Сергея Аркадьевича Спаткая, старшего комбайнера, и Дмитрия Александровича Батюкова, комбайнера унитарного предприятия «Устье» Национальной академии наук Беларуси Аршанского района.
Экипажем на комбайне КЗС 1218 Полесье намолочено 1671 тонна зерна. Комбайнерам, занявшим первое место, вручается благодарственное письмо Витебского областного исполнительного комитета и денежная премия. Поздравляем победителей и просим их занять места в зрительном зале. Конечно, под аплодисменты всех присутствующих на центральной площади Сенно. На сцену приглашаются победители областного соревнования среди комбайнеров взрослых и молодежных экипажей, занявшие вторые места. В первой группе комбайнов Виктор Дмитриевич Дадека, старший комбайнер открытого акционерного общества Антонова Агро Верхнедвинского района. На комбайне Мега-2004 собрал 1079 тонн зерна. Во второй группе комбайнов Дмитрий Викторович Новиков, старший комбайнер открытого акционерного общества «Агрокомбинат Юбилейный» Аршанского района. На комбайне КЗС 10К Полесье собрал 1354 тонн зерна. В третьей группе комбайнов Роман Сергеевич Тишков, старший комбайнер открытого акционерного общества «Агрокомбинат Юбилейный» Аршанского района. На комбайне КЗС 1218 Полесье собрал 1622 тонны зерна. В четвертой группе комбайнов Владимир Михайлович Лобковский, старший комбайнер открытого акционерного общества «Прудинки» Верхнедвинского района. На комбайне New Holland 8080 собрал 1584 тонны зерна. Среди молодежных экипажей во второй группе комбайнов экипаж в составе Сергея Александровича Домбровского, старшего комбайнера, и Алексея Александровича Домбровского, комбайнера открытого акционерного общества «Задровье» Аршанского района. На комбайне КЗС 10К Полесье собрали 1047 тонн зерна. В третьей группе комбайнов Владимир Сергеевич Ершов, старший комбайнер Республиканского производственного дочернего унитарного предприятия «Толочинский консервный завод» Толочинского района. На комбайне КЗС 1218 Полесье собрал 1503 тонны зерна. Комбайнерам, занявшим второе место, вручается благодарственное письмо Витебского областного исполнительного комитета и денежная премия. Поздравляем победителей с заслуженными наградами и приглашаем занять места в зрительном зале. На сцену приглашаются победители областного соревнования среди водителей транспортных средств, осуществляющих перевозку зерна от комбайнов всех возрастных категорий, и среди операторов зерносушильных установок. В первой группе транспортных средств Олег Петрович Жуков, водитель открытого акционерного общества «Витебская бройлерная птицефабрика» Витебского района. На автомобиле ГАЗ-САЗ-3507 грузоподъемностью 4,4 тонны перевез 1505 тонн зерна. Во второй группе транспортных средств Константин Николаевич Гришман, водитель открытого акционерного общества «Комсомольская правда» Толочинского района. На автомобиле МАЗ-555-102 грузоподъемностью 9 тонн перевез 2125 тонн зерна. В третьей группе транспортных средств Александр Александрович Батян, водитель открытого акционерного общества «Якубова Агро» Дубровинского района. На автомобилях МАЗ-551 ИЗ-605 и МАЗ-856-100 грузоподъемностью 26 тонн перевез 4125 тонн зерна. Среди молодых водителей в возрасте до 31 года в первой группе транспортных средств Вячеслав Вячеславович Рубченко, водитель филиала «Витебская опытная мелиоративная станция Института мелиорации Республиканского научного дочернего унитарного предприятия Институт мелиорации Сенинского района. Во второй группе транспортных средств Николай Петрович Солодкин, водитель открытого акционерного общества «Росский селец» Аршанского района. На автомобиле МАЗ-555-142 грузоподъемностью 8,2 тонны была перевезена 1821 тонна зерна.
В третьей группе транспортных средств Вадим Анатольевич Шуминский, водитель коммунального унитарного производственного сельскохозяйственного предприятия «Первомайское» Дубровинского района. За период уборочной кампании на автомобиле МАЗ-6501В9 грузоподъемностью с прицепом 36 тонн перевез 3606 тонн зерна. Всем победителям среди водителей вручается благодарственное письмо Витебского областного исполнительного комитета и денежная премия, а на сцену приглашаются победители областного соревнования среди старших операторов зерносушильных установок. В первой группе Сергей Андреевич Симоньков, старший оператор зерносушильной установки открытого акционерного общества «Птицефабрика Городок» Городокского района. За период уборочной кампании на зерносушильной установке СЗК-10 было обработано 830 тонн зерна и семян. Во второй группе Геннадий Иванович Кравченко, старший оператор зерносушильной установки открытого акционерного общества «Правда-С» Дубровинского района, который за период уборочных работ обработал 3354 тонны зерна и семян. В третьей группе Александр Петрович Москаленок, старший оператор зерносушильной установки открытого акционерного общества «Торгуны» Докшицкого района. На зерносушильной установке ЗСК-60Ш он обработал 9395 тонн зерна и семян. Всем победителям среди операторов зерносушильных установок вручается благодарственное письмо Витебского областного исполнительного комитета и денежная премия. Поздравляем победителей с заслуженными наградами и приглашаем занять места в зрительном зале. Дорогие друзья, сегодня на празднике мы чествуем не только победителей областных соревнований, но и тех руководителей, специалистов, которые своим трудом внесли весомый вклад в продовольственную безопасность страны. На сцену приглашаются для вручения почетной грамоты Витебского областного исполнительного комитета Олег Михайлович Лындин, первый заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Дубровинского районного исполнительного комитета. Грамота вручается за многолетний добросовестный труд и стабильно высокие производственные показатели в сельском хозяйстве. Антонина Васильевна Сунтеева, первый заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Сенинского районного исполнительного комитета. Грамота вручается за добросовестный труд и личный вклад в развитие отрасли растениеводства Сенинского района. Сергей Алексеевич Касаткин, председатель Витебской областной ассоциации по семеневодству сельскохозяйственных культур «Витебские семена». Грамота вручается за личный вклад в обеспечение сельскохозяйственных организаций Витебской области семенами зерновых и зернобобовых культур высокой репродукции. Владимир Михайлович Лопоцевич, заместитель директора открытого акционерного общества «Западнодвинский межрайагротехсервис». Грамота вручается за организацию своевременного обеспечения сельскохозяйственных организаций Витебской области запасными частями. Александр Георгиевич Капшуль, директор республиканского дочернего унитарного предприятия по обеспечению нефтепродуктами «Беларусьнефть», Витебск облнефтепродукт. Грамота вручается за личный вклад в организацию обеспечения сельскохозяйственных организаций Витебской области горюче-смазочными материалами в период сева и уборки урожая в 2016 году. Для вручения благодарности председателя Витебского областного исполнительного комитета на сцену приглашается Виктор Павлович Николайкин, председатель Витебского городского исполнительного комитета. Благодарность объявляется за значительный личный вклад в организационную работу по оказанию шефской помощи субъектам хозяйствования города агропромышленному комплексу Витебской области.
Владимир Владимирович Быков, первый заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Верхнедвинского районного исполнительного комитета. Благодарность объявляется за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в стабильно высокие объемы производства продукции растениеводства. Мы поздравляем награжденных и просим их занять места в зрительном зале. Для поддержки сельскохозяйственных предприятий Витебским областным исполнительным комитетом принято решение приобрести сельскохозяйственную технику за бюджетные средства. Для получения сертификата на 2 пресс-подборщика-обмотчика на сцену приглашаются Физули Абдулбекович Гасанов, генеральный директор открытого акционерного общества «Аршанский комбинат хлебопродуктов». Для получения сертификатов на приобретение трактора «Беларусь-82-1» приглашаются Егор Геннадьевич Чернявский, директор открытого акционерного общества Беленева Сенинского района. Андрей Федорович Мацук, директор открытого акционерного общества «Березовый край» Брасловского района. Жанна Леонидовна Торлецкая, директор коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия Леонишина Верхнедвинского района. Валентина Владимировна Лобейко, директор коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Ульский» Шумилинского района. Александр Владимирович Дегтярев, директор открытого акционерного общества «Слободка Агро» Брасловского района. Сергей Сергеевич Мельников, исполняющий обязанности директора коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Борздовка» Аршанского района. Мы поздравляем руководителей, получивших ценные подарки, и просим их занять места в зрительном зале. На сцену приглашаются руководители сельскохозяйственных предприятий, которым будут вручены сертификаты на получение сельскохозяйственной техники. Более 40 предприятий агропромышленного комплекса области указом президента Республики Беларусь объединены в интеграционные структуры. Процесс объединения сложный и длительный, и помощь развивающимся производствам сегодня будет уместной как никогда. На сцену приглашается директор совхоза имени Машерова Сенинского района Сергей Александрович Летяга. Вручается сертификат на Амкадор 352 С02. Людмила Петровна Мамойко, директор сельскохозяйственного предприятия «Свитина ВМК» Бешенковичского района. Вручается сертификат на Амкадор 527. Александр Иванович Калько, директор филиала имени Смирнова Дубровинского района. Сертификат на Амкадор 352 С02. Юрий Владимирович Капитанов, директор сельскохозяйственного предприятия «Браздечина» Аршанского района. Вручается сертификат на Амкадор 527. Александр Владимирович Чижик, директор предприятия СГЦ «Заднепровский» Аршанского района. Вручается сертификат на культиватор КГП-6-2. Ярослав Иванович Сенковец, директор филиала «Нюта» открытого акционерного общества «Глубокский молочно-консервный комбинат Глубокского района». Вручается сертификат на размотчик рулонов РРК 1350 Мастер-1. Николай Алексеевич Кокушкин, директор филиала ВЫМНа открытого акционерного общества «Молоко» Витебского района.
Вручается сертификат на зерноуборочный комбайн КЗС-1218-03. Алексей Валерьевич Гарбуль, директор сельскохозяйственного предприятия «Ужица Агро» Верхнедвинского района. Вручается сертификат на кормораздатчик ИСРК-12 «Хозяин». Олег Числавович Станкевич, директор открытого акционерного общества «Липовцы» Витебского района. Вручается сертификат на плуг ППО 945К. Михаил Васильевич Кирик, директор коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Надежина» Толочинского района. Вручается сертификат на плуг ППО 945К. Сергей Иванович Титов, директор унитарного предприятия «Северный» Городокского района. Вручается сертификат на жатку для трав КВС. Поздравляем награжденных и просим их занять места в зрительном зале. Пожалуйста, проходите в зрительный зал. Возможно, из-за вертолета мы не услышали это приглашение. На сцену приглашаются руководители сельскохозяйственных организаций, которым вручаются сертификаты и ключи. Вот таким вот образом наши авиаторы приветствуют Дожинки 2016. Сертификаты и ключи от автомобилей «Лада» 21 214 010 52 Нива, которые находятся на центральной площади города Сенно. Олег Георгиевич Данченко, директор сельскохозяйственного предприятия «Заозерье» Лепельского района. Василий Васильевич Новаков, директор открытого акционерного общества «Редьки» Дубровинского района. Николай Ильич Селиханов, директор сельскохозяйственного предприятия «Первомайское» Дубровинского района. Олег Болеславович Янукович, директор открытого акционерного общества «Чересы» Миорского района. Виталий Петрович Кузяков, директор филиала «Милк Агро» открытого акционерного общества «Полоцкий молочный комбинат» Полоцкого района. Анатолий Константинович Апанасенок, начальник предприятия «Малиновщина» Глубокского района. Владимир Мефодьевич Новиков, директор филиала «Короли» открытого акционерного общества «Глубокский мясокомбинат» Глубокского района. Андрей Викторович Сарапененко, директор открытого акционерного общества «Камайский агро» Поставского района. Мы поздравляем руководителей, получивших ценные подарки. И под ваши аплодисменты приглашаем занять места в зрительном зале. Уважаемый Николай Николаевич, может быть, еще несколько слов? Засмотрелся на победителей, все красивые, все приятные, все с настроением хорошим. Уважаемые аграрии, праздник, конечно, для вас. Вы виновники торжества сегодня. Все это делается для того, чтобы действительно, чествуя аграриев, приносить пользу и тем людям, где мы их чествуем. Праздник – это сама причина, но ведь после этого праздника остается практически новый город, благоустроенный, красивый,
где уже интересно жить, интересно работать, создавать семьи, растить детей. Все для этого сделано. Я не зря сказал, мы эту политику будем проводить и дальше. Следующий город – Дубровна, далее Верхнедвинск, далее определен Браслав. Почему мы определяем уже как минимум на 3 года вперед? Для того, чтобы более глобально и более серьезно подходить к строительству новых объектов в городах, реконструкции. Нужна проектно-сметная документация, чтобы не наскоком решать вопросы только чисто косметические, а чтобы действительно, если мы пришли в город с праздником хлеба, чтобы город был новый, чтобы город был востребован нашими жителями. Вот это наша идеология. Ну а в целом, мне кажется, сегодня все искренне улыбаются, во всех хорошее настроение. Я вам желаю, чтобы никто его не омрачил, никто не испортил. Праздник только начался. Завтра он будет продолжаться в городе Сенно, наверное, потому что сененцы во многом сегодня хорошо погуляют, я думаю, поэтому завтра будут продолжать. Вот, поэтому, дорогие наши сененцы, дорогие наши аграрии, дорогие наши гости, участники нашего торжества, всех с праздником, хорошего всем настроения и всего действительно самого хорошего. И хлеба всегда на столе. Спасибо. Спасибо вам за эти добрые слова. Мы приглашаем на сцену заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Игоря Вячеславовича Брело. Уважаемый Николай Николаевич, уважаемые гости, приглашенные труженики агропромышленного комплекса Витебской области. Примите самые искренние, самые добрые поздравления в такой знаменательный праздник Дожинки на такой благодатной сененской земле, лично от министра сельского хозяйства Валерия Константиновича Зайца, от всего аппарата министерства. Уважаемые друзья, на самом деле наша республика по праву занимает лидирующее положение как на постсоветском пространстве, так и в мире по производству и переработке продукции животноводства. Мы производим с вами 743 килограмма на душу населения молока. Это один из лучших результатов в мире. 121 килограмм мяса на душу населения. Практически самообеспеченность страны в молоке составляет 227%, 133% самообеспеченность мясом. На сегодня мы продаем и экспортируем более 60% производимого в стране молока и более 25% производимого в стране мяса. И отрадно сказать, что мы торгуем сегодня с 55 странами мира, но львиная доля составляет, конечно, Российская Федерация и российские регионы. И отрадно, конечно, что делегации Брянска во главе с губернатором, Пскова, Твери, Смоленска присутствуют на нашем празднике. В этом экспортном пироге, каравае, 5-я часть переработанного молока принадлежит Витебщине, 6-я часть переработанного молока принадлежит также Витебской земле. Мы сегодня вошли в тройку самых лучших экспортеров по маслу и по сыворотке, обогнав в этом году Соединенные Штаты Америки и Австралию. 4-е место занимаем по экспорту сыра и творога, и 5-е место занимаем по экспорту сухого обезжиренного молока. Витебская земля и витебские предприятия в этом году по итогам 9 месяцев очень существенно добавили в переработке. Я назову несколько цифр. Более 16% плюсуют по производству сыра витебские предприятия. Более 12% добавили по производству молочных консервов. Более 10% по производству сыворотки и по другим продуктам. И понятно, что такие показатели переработчиков не могут обходиться без показателей производственников молока и мяса. 2015 год практически для Витебщины стал переломным. И Витебщина очень серьезно пошла
обращать внимание на технологию выращивания молодняка, на производство молока. И год закончили с одним из самых высоких результатов по прибавке молока на одну корову, который составил 315 килограммов. В начале этого года Витебская область пошла на неординарный эксперимент, когда одномоментно сдала более 18 тысяч низкопродуктивных коров. И многие специалисты и руководители думали, что будет дальше. Но даже в условиях самых жестких климатических условий, по итогам 7 месяцев Витебщина не упала по производству молока. А начиная с августа месяца и по сегодняшний день занимает лидирующее положение по прибавке молока как на корову, так и в целом по валу производства, свыше 10%. И к этому надо добавить, что не 1,1 миллиарда рублей было сэкономлено Витебской областью на кормление вот этого низкопродуктивного скота. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, по производству мяса в целом, по производству свинины также сохраняется положительная динамика. Но, наверное, в конце своего выступления я хочу сказать, что Витебщина прежде всего гордится производственным потенциалом. На Витебщине работают абсолютно откровенные, отзывчивые и прекрасные люди. И этих людей мы должны оберегать как зеницу ока. Я вам приведу только всего лишь 2 цифры, и вы поймете почему. 15 лет назад в агропромышленном комплексе страны работало 1 067 000 человек. В этом году агропромышленный комплекс страны обслуживает 314 тысяч. То есть более чем в 3 раза у нас сократилось население, которое работает в агропромышленном комплексе. Поэтому тем людям, которые находятся здесь, в этом, нельзя сказать, зале, на этой площади, пожелать вам всем крепкого здоровья. Вам, вашим близким, вашим семьям, оптимизма, профессионализма. И чтобы вы еще долго-долго работали на благо Витебской области и страны. Спасибо. Спасибо. Для вручения почетных грамот Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь приглашаются Владимир Антонович Золотуха, директор открытого акционерного общества «Агровидзе», Браславский район. Наталья Александровна Кривец, заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Полоцкого районного исполнительного комитета. Александр Васильевич Каплун, главный агроном ордена Ленина сельскохозяйственного производственного кооператива «Лариновка», Аршанский район. Александр Петрович Москаленок, механик по эксплуатации машинно-тракторного парка открытого акционерного общества «Торгуны», Докшинский район. Александр Александрович Батян, водитель открытого акционерного общества «Якубова Агро», Дубровинский район. Для вручения благодарности министра сельского хозяйства и продовольствия на сцену приглашаются Юрий Франтишкович Шимчик, директор открытого акционерного общества «Новоселки Лучай», Поставский район. Дмитрий Петрович Автушко, главный инженер открытого акционерного общества «Докшицкий райагросервис», Докшицкий район. Максим Николаевич Бубенщиков, начальник участка механизации машинно-тракторного парка Зубова открытого акционерного общества «Агрокомбинат Юбилейный», Аршанский район. Владимир Витальевич Сахонько, водитель открытого акционерного общества «Узменский край», Миорский район. Михаил Сергеевич Аниськович, тракторист-машинист унитарного производственного предприятия «Ужица-Агро», Верхнедвинский район. Почетные грамоты и благодарности вручены за добросовестный труд, значительный вклад и достижение высоких производственных показателей по итогам уборки урожая 2016 года. Мы поздравляем награжденных и просим их занять места в зрительном зале.
На сцену приглашается председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Николай Аксенович Лабушев. Добрый день всем участвующим. Здравствуйте, дорогие труженики, витебщины, герои нынешней жатвы. А действительно, вы герои, потому что выдержали настоящий бой, которому нету равных. Вам всем низкий поклон и искреннее поздравления от всего профсоюзного актива республики и от всех тружеников и коллег. Уважаемый Николай Николаевич, уважаемый актив области, вам первое, спасибо большое за то, что организовали такой праздник. Праздник именно, как сказал губернатор, для тружеников. Я надеюсь, я уверен, что такой праздник пройдет во всех районах и в каждом хозяйстве, потому что основная масса тех, кто принимал участие в уборке, и капля пота падала во время уборки, к сожалению, не смогли здесь присутствовать, но они будут награждены и поздравлены в районах и в хозяйствах. А профсоюзы активно примут участие в этом. И я надеюсь, то, что мы подготовили, что 1500 человек будет награждено в период до Дня работника сельского хозяйства. Дорогие друзья, уважаемые руководители, я хотел бы вас поблагодарить за то, что вы текущую уборку организовали так достойный труд, что мероприятие прошло без всяких жизненных потерь. Все несчастные случаи были сведены до минимума. За это вам большое спасибо. Ну и прежде чем поздравить, дорогие друзья, я хочу вам пожелать вдохновения перед тем грядущим, следующим годом, пожелать вам крепчайшего здоровья. Ну и самое главное, хотел бы вам пожелать, сейчас на сцену поднимется человек, который получит высшую профсоюзную награду, человек-легенда, его уже поздравлял губернатор в области. На него сегодня равняется вся страна, все ученые наши и специалисты министерства перенимают опыт. И вот недавно был в этом хозяйстве, и самая главная оценка – это тех тружеников, которые работают в этом хозяйстве. Одно слово, что говорит: спасибо Господу Богу, что у нас такой руководитель, который обеспечивает нам достойную зарплату, а у него действительно самая достойная зарплата в республике тружеников и выплачивается день в день, как аванс, так и получка. Это вот руководитель Лариновки. И если, дорогие друзья, у нас на следующий год будет 25% таких руководителей, то мы достигнем коммунистического успеха. Спасибо вам. Спасибо. Итак, медалью 110 годов профсоюзному руху Беларуси награждается Александр Александрович Кухтенков, председатель Ордена Ленина сельскохозяйственного производственного кооператива «Лариновка», Аршанский район. Нагрудным знаком Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса за заслуги награждаются Елена Александровна Станкевич, председатель правкома, заведующая нефтебазой открытого акционерного общества Шайтерова Верхнедвинского района. Почетной грамотой Республиканского комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса награждаются Иван Иванович Федоров, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского областного исполнительного комитета. Олег Аркадьевич Макаревич, председатель Аршанской районной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса. Раиса Васильевна Кулешова, главный агроном открытого акционерного общества «Гигант Агро», Дубровинский район.
Виталий Витальевич Яблоков, главный инженер унитарного предприятия «Совхоз» имени Машерова Сенинского района. Алексей Константинович Мясоедов, комбайнер колхоза Ольговская Витебского района. Владимир Дмитриевич Жирносек, водитель открытого акционерного общества «Деменец» Ушачского района. В соответствии с постановлением Совета министров Республики Беларусь о республиканском смотре-конкурсе землепользования высокой культуры земледелия, благоустройства машинных дворов, животноводческих ферм и комплексов, Республиканской комиссией подведены итоги смотра конкурса за 2016 год. Для вручения призов победителям на сцену приглашается Михаил Михайлович Амельянович, министр лесного хозяйства Республики Беларусь. Уважаемый Леонид Васильевич, уважаемый Николай Николаевич, уважаемые труженики села Витевщины, друзья, приглашенные. Мне выпала большая честь сегодня поздравить тружеников села Витевщины с самым главным праздником сельского хозяйства для всех работников сельского хозяйства нашей страны – Дожинки 2016. Мне приятнее вдвойне сегодня выполнить эту почетную миссию, потому что 36 лет назад я здесь, на Сенинщине, получил первое рабочее место, и сегодня для меня Сенинщина является второй малой родиной. В этот праздничный день примите от работников лесного и природоохранного комплекса те, кто является сегодня действительно виновником праздничных торжеств, те, кто посвятил свою жизнь испокон народной, тяжелой, но благородной, глубоко уважаемой и навсегда востребованной профессии, которая называется хлебороб. Хлеб на столе, мир на земле. Так говорили наши прадеды. И эта мудрая истина идет от поколения в поколение. Да не просто дается хлеб вырастить, убрать урожай, сберечь все до зернышка. Это то дело, которое вы, уважаемые труженики села, занимаетесь ежегодно. Примите искренние слова благодарности за ваш титанический труд, за ваш высокий профессионализм, за самоотдачу, за любовь к земле. Мы вами гордимся, уважаемые труженики села. Низкий вам поклон за золотистые душистые караваи на наших столах. Крепкого вам здоровья, вашим семьям, дальнейших трудовых побед, рекордных урожаев и финансовой стабильности, здоровья и благополучия. С праздником, дорогие друзья! Спасибо. Победителем республиканского смотра конкурса «Землепользование высокой культуры земледелия», благоустройство машинных дворов, животноводческих ферм и комплексов среди районов Витебской области признан Толочинский район. Председателю Толочинского районного исполнительного комитета Сергею Валерьевичу Егорову и первому заместителю председателя, начальнику управления сельского хозяйства и продовольствия районного исполнительного комитета Сергею Викторовичу Колесникову вручается диплом и денежная премия. Победителями смотра конкурса стали среди сельскохозяйственных организаций сельскохозяйственное унитарное предприятие ПС «Карпеки» Полоцкого района, директор Александр Ерастович Ковалев. Открытое акционерное общество «Барсучанка» Докшицкого района, директор Сергей Федорович Москаленок. Акционерное общество Шайтерова Верхнедвинского района, директор Михаил Петрович Гумненков. Победителям вручается диплом и денежная премия в размере стоимости трактора.
Победителями смотра конкурса среди крестьянских фермерских хозяйств признано фермерское хозяйство Виктора Александровича Словецкого, Лепельский район. Победителю вручается диплом и денежная премия. В соответствии с положением о республиканском смотре-конкурсе определены также победители среди сельских исполнительных комитетов. Это Мазаловский сельский исполнительный комитет Витебского района, председатель Леонид Дмитриевич Дубина. Победителю вручается диплом и денежная премия в размере стоимости трактора с навесным оборудованием. Победителями смотра конкурса среди лесохозяйственных предприятий признано государственное лесохозяйственное учреждение Богушевский лесхоз Сенинского района, директор Александр Викторович Измайлович. Победителю вручается диплом и денежная премия в размере стоимости трактора. Поздравляем руководителей районов и сельхозпредприятий и просим занять их места в зрительном зале. Дорогие друзья, прежде чем мы пригласим на сцену награжденных, следующих награжденных, позвольте зачитать приветственный адрес. Уважаемый Николай Николаевич, от имени работников системы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и себя лично поздравляю вас с главным праздником работников сельского хозяйства «Дожинки-2016». Сегодня вы собрались на фестивале-ярмарке, чтобы поблагодарить героев хлебной страды за новый урожай. Работники сельского хозяйства не привыкли говорить о своих заслугах. Они не стремятся к почестям и славе, но мы должны отдавать им дань уважения ежедневно, как делали это испокон веку белорусы. Потому что тот, кто сеет и растит хлеб, сеет и растит жизнь. Пусть этот день наполнит радость и веселье, а караваи из нового урожая круглый год будут дарить вам здоровье, давать силы и энергию для новых побед. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Кавхута. Сегодня на празднике хлеборобов области мы приветствуем также организации, прибывшие поздравить сельчан не только словами, но и оказать финансовую поддержку ряду сельскохозяйственных организаций области. На сцену приглашается Иван Иванович Маковский, заместитель председателя Белорусского концерна пищевой промышленности Белгоспищепром, а также руководители: Святослав Емельянович Черников, директор сельскохозяйственного унитарного предприятия Радуньская Аршанского района. Святославу Емельяновичу вручается сертификат на трактор «Беларусь-1221» и компьютер за наибольший объем поставок рапса на открытое акционерное общество «Витебский маслоэкстракционный завод». На сцену приглашается Евгений Михайлович Красавин, начальник сельскохозяйственного производственного участка «Перемонт» открытого акционерного общества «Витебский маслоэкстракционный завод» Леознинского района. Евгению Михайловичу вручается сертификат на компьютер. Григорий Вячеславович Фалько, директор открытого акционерного общества «Маяк Высокая» Аршанского района. Григорию Вячеславовичу вручается сертификат на компьютер. Поздравляем награжденных и просим их занять места в зрительном зале. Ну и, конечно, несколько слов. Уважаемый Николай Николаевич, уважаемые гости, уважаемые труженики села Витебщины. От всех переработчиков я хотел бы сердечно вас поздравить с вашим главным праздником года, праздником Дожинки 2016. Мы, переработчики, всегда идем рядом с вами, и вы это чувствуете.
Сегодня в республике создано достаточно мощностей по переработке масла семян рапса. Их более 1 миллиона тонн. И тот объем рапса, который ежегодно собирают аграрии республики, позволяет обеспечить полностью внутренний рынок в данном сырье. Есть флагман подотрасли маслодобывающей, это Витебский маслоэкстракционный завод, который находится, естественно, в Витебске и является самым современным предприятием в республике. Ваш труд – это загрузка мощностей этого предприятия, это рабочие места, это на сегодняшний день обеспечение продовольственной безопасности Республики Беларусь. Пользуясь случаями, всем вам хотел бы сказать огромное спасибо за ваш труд. В этом году он был очень тяжелый, потому что действительно погодные условия не позволяли сделать, наверное, того, что вы хотели бы сделать. Но те задачи, которые я слышал сегодня поставлены, это 200 тысяч тонн рапса, и это всегда, мы говорим, что посильно вам, потому что вы умеете работать, вы трудолюбивые. И я думаю, что хотелось бы пожелать успехов в части того, чтобы мы достигли поставленной вот этой задачи. И в следующем году на празднике Дожинки концерн Белгоспечепром не один трактор, а привез с собой как минимум 3 трактора и другие подарки. Поэтому я благодарен всем вам за ваш труд, поздравляю вас, добра вам, здоровья крепкого вам и вашим семьям и успехов в труде. Спасибо. Спасибо. Сегодня на празднике хлеборобов мы приветствуем наших друзей из Российской Федерации, руководителей исполнительной и законодательной власти из Брянской, Смоленской, Псковской, Тверской областей. Мы благодарим их за то, что, несмотря на сложные погодные условия, они прибыли поздравить аграрии Витебщины с завершением уборочной кампании. Слово предоставляется депутату Государственной Думы Российской Федерации Николаю Сергеевичу Валуеву. Добрый день, дорогие друзья, дорогие наши соседи, братья. Здесь действительно очень большая делегация из России. Мы приехали, несмотря ни на какие погодные условия. Был бы дождь, был бы снег, мы бы все равно приехали. Потому что нам очень хочется вместе с вами порадоваться. Нам хочется вместе с вами порадоваться окончанию и снятию урожая. Нам очень хочется порадоваться вместе с вами удаче и успехам тружеников села, большому урожаю, который собрала Беларусь. И вот нескончаемая вереница людей, которые сегодня выходили на эту сцену, еще раз говорит о том, что в Беларуси чтят тех, кто умеет трудиться, тех, кто умеет любить свою страну, тех, кто умеет возделывать землю, тех, кто хочет жить здесь, рожать детей и оставлять за собой большой великий след. Всему этому нас учат дети. Всему этому нас учили отцы и деды. Мы свято храним эти традиции. Именно поэтому сегодня и в будущие годы, я уверен, мы будем вместе с вами радоваться успехам тружеников. И они достойны этого. Поэтому хочется сказать, дай Бог, каждый год собирать тот богатый урожай хлеба, зерна, молока и всего прочего, для того, чтобы наши народы жили не только в дружбе, но и в достатке, чтобы продовольственная безопасность была не пустым словом, чтобы наши страны
всегда знали, что наше счастье только в наших руках. И действительно, счастье добывается очень тяжелым, каждодневным трудом. Дорогие друзья, замечательный праздник. Дожинки в городе Сено, и в следующем городе будет Дубно, да? В Дубно. На самом деле, Дубно, прошу прощения. Вот эта новая школа, вот этот новый стадион ФОК, отремонтированные улицы. Мы с вами разъедемся, а людям это все останется. Они будут помнить об этом празднике. И это, наверное, самое главное. Я хочу передать от моих коллег из Государственной Думы огромный привет всей Беларуси, огромный привет городу Сено. Я хочу передать привет от всей нашей дружной Брянщины, потому что мы соседи, мы умеем дружить. Николай Николаевич, спасибо вам огромное за ваше приглашение, когда совсем недавно, вот буквально месяц назад, на Свенской ярмарке мы вместе с вами ходили по торговым рядам, вы пригласили нас приехать на этот праздник. Хочется отдельно вам сказать огромное за это спасибо. Вы действительно умеете организовывать праздники, вы действительно умеете трудиться, и нам есть чему у вас поучиться. И самое главное, что, наверное, буквально недавно, когда проходил форум, где наши президенты решили, что нам нужно дружить еще крепче, еще сильнее, взаимопроникать экономиками, дружбой, культурой, спортом, вы уже тогда на Свенской ярмарке эти слова претворили в дело. Поэтому все мы сегодня здесь. Огромный привет вам из России. Добра, счастья, процветания Беларуси. Спасибо огромное за эти добрые и теплые слова. Приятно отметить, что и в этом году ряд областных предприятий и организаций принял решение поддержать тружеников села и вручить им сертификаты на приобретение сельскохозяйственной техники. Это Республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Витебскэнерго», директор Михаил Владимирович Лузин. Дорожно-строительный трест номер 1 города Витебска, директор Олег Вадимович Капцевич. Коммунальное унитарное предприятие «Витебский кондитерский комбинат «Витьба», директор Александр Иванович Гидранович. Открытое акционерное общество «Витебский обл. Агросервис», директор Виктор Владимирович Заикин. Частное производственное унитарное предприятие «Поставский мебельный центр», директор Анатолий Михайлович Бабичев. Сертификаты вручены филиалу «Весна-Энерго» Республиканского унитарного предприятия «Витебскэнерго» Полоцкого района. Филиалу «Тепличный» Республиканского унитарного предприятия «Витебскэнерго» Аршанского района. Унитарному предприятию «Вядерево». Открытому акционерному обществу «Синегорское» Сенинского района. Открытому акционерному обществу «Лёзнинский райагросервис». Открытому акционерному обществу «Беленева» Сенинского района. Открытому акционерному обществу «Хатилы Агро» Поставского района. Сельскохозяйственному предприятию «Маяк Браславский». Филиалу «Нефтезавод Монтаж Агро» Поставского района. Мы благодарим руководителей предприятий и организаций области за поддержку работников сельского хозяйства. Мы также благодарим Общество с ограниченной ответственностью, управляющая компания холдинга «Белорусская», кожевенно-обувная компания «Марка», генеральный директор Николай Васильевич Мартынов и открытое акционерное общество «Поставский молочный завод», директор Георгий Петрович Костин, за спонсорскую помощь в подготовке и проведении праздничных мероприятий «Дожинки-2016». Чем схожа уборочная страда со спортивными состязаниями? Это работа до 7-го пота, спортивный азарт, преодоление и воля к победе.
Не случайно золото хлебной нивы и спелых колосьев перекликаются с золотом высоких наград, которыми отмечаются высокие достижения во всех сферах жизни. 2016 год запомнится нам не только сложными погодными условиями, но и яркими событиями. Одно из них – это летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Несмотря на то, что Олимпийские игры проходили в разгар уборочной кампании, мы болели за наших белорусских спортсменов, радовались их победам. Мы гордимся нашими земляками-чемпионами Владиславом Гончаровым в прыжках на батуте, тренер Ольга Власова, и Андреем Проневичем в фехтовании на шпагах, тренер Семен Сущин. Впервые в истории суверенной Белоруссии представители Витебской области стали олимпийскими и паралимпийскими чемпионами. Здоровый образ жизни является в Беларуси одним из приоритетов государственной социальной политики. Занятия спортом, отказ от вредных привычек, правильное питание получают все большее и большее распространение. Для людей ответственных, активных, грамотных это уже не мода, а норма жизни. Пример здесь показывает президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Однако и для руководства нашей области и жителей Придвинского края спорт – незаменимый способ для поддержания активной формы, сохранения здоровья и восстановления сил. Дорогие друзья, внимание на экран. Здоровье нации – основа благосостояния государства и один из важнейших показателей уровня жизни. В последнее время в области динамично растет удельный вес населения, активно занимающихся физической культурой и спортом. С 2014 года в области получило развитие новое молодежное движение за здоровый образ жизни «Воркаут» – уличная гимнастика. Традиционными стали массовые спортивные праздники «Витебская лыжня», «День снега», «Международный олимпийский день». Сотрудники областного исполнительного комитета, региональных органов власти в своей деятельности также стараются поддерживать хорошую физическую подготовку. Примером ведения здорового образа жизни, поддержания отличной физической формы является председатель Витебского областного исполнительного комитета Николай Николаевич Шерстнев, показавший лучший результат в упражнении жим штанги лежа, подняв штангу весом 160 килограммов. Основой массовости физкультурного движения и достижения высоких результатов в спорте явилось динамичное развитие материально-технической базы отрасли в последние годы. Только в течение последнего месяца введены в строй современный специализированный зал по тяжелой атлетике в городе Витебске. Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным мини-бассейном в городском поселке Шумилино. Полнометражное футбольное поле с искусственным покрытием в Витебске. Массовость физкультурного движения, динамичное развитие материально-технической базы отрасли положительно влияет на развитие спорта высших достижений. Спасибо вам, ребят, спасибо вам всем. Успехов вам. Одним из основных и значимых стартов для витебских спортсменов стало их участие в составе белорусской команды на 31-х летних Олимпийских играх 2016 года в городе Рио-де-Жанейро. Мы вместе сопереживали за выступления наших спортсменов Алины Талай и Марины Арзамасовой в легкой атлетике, Дмитрия Шершня в дзюдо, Татьяны Широковой в велоспорте. Спортсмены Витебщины традиционно вносят свой весомый вклад в медальную копилку страны на официальных международных соревнованиях, ежегодно завоевывая более 100 медалей различного достоинства.
Триумфальным стало выступление воспитанника Витебской школы по прыжкам на батуте, лидера национальной команды, чемпиона Европы 2014 и 2016 годов, бронзового призера 2013 года и серебряного призера 2015 года чемпионатов мира Владислава Гончарова, завоевавшего золотую медаль и звание чемпиона Олимпийских игр. Дорогие работники агропромышленного комплекса Витебщины, уважаемые участники и гости областного фестиваля ярмарки «Дожинки-2016». Я горд оказанной мне честью от имени спортивной общественности области поздравить вас с главным сельскохозяйственным праздником года. Спасибо вам за весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, за то, что на нашем столе будет, как говорится в народе, и хлеб, и к хлебу. Пусть всегда будет богатой витебская земля и весомым предвинский край. Высокую планку спортивных результатов наших олимпийцев поддержали и витебские паралимпийцы. Волевой и запоминающейся стала победа Андрея Проневича, принесшая для страны золотую медаль летних Паралимпийских игр 2016 года по фехтованию. Дорогие друзья, уважаемые труженики хлебной Невы, в фехтовании есть такая тактика – переиграть соперника мозгами. Интеллектуальный бой в спортивных состязаниях можно сравнить с битвой за урожай в суровых погодных условиях. Мы, чемпионы-паралимпийцы, понимаем это как никто другой. Только воля к победе, сила духа и вера всегда смогут сотворить чудеса. В решающем финальном поединке с Алиамаром мне удалось провести тот самый мозговой штурм, чтобы принести родной стране Беларуси золотую медаль. Вырастить хлеб всегда нелегко. Но хлеборобы такие же герои, как и паралимпийцы. Не в наших правилах посылать перед трудностью, ждать с моря погоды или перекладывать ответственность на чьи-то другие плечи. Поздравляю вас с праздником завершения уборки урожая и желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов в труде. Всегда уверенно идти к достижению поставленной цели. Дорогие друзья, сегодня у нас есть уникальная возможность увидеть не только видеообращение, но и самого чемпиона Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро в фехтовании на шпагах Андрея Проневича. Ваши аплодисменты! Андрей, скажите, пожалуйста, вот там, в далекой Бразилии, вы чувствовали поддержку земляков, поддержку родной земли? Конечно. Как всей Беларуси, так и в частности Витебской области, конечно, там в социальных сетях там поздравлений столько было, что действительно очень приятно. Ну и встречали тоже в аэропорту, конечно, там очень классно. Спасибо вам за эту победу. Ну и, наверное, вы не зря вышли не один. Ну вот хотелось бы вручить золотую шпагу свою Николаю Николаевичу. Николай Николаевич, пожалуйста, поднимитесь на сцену. Добрый день. Большое спасибо, что нас пригласили на этот праздник. Разрешите вас поздравить с праздником и пожелать вам дальнейших успехов. Ну, еще я хотел сказать, что в Бразилии есть символ Бразилии, это Христос. Разрешите вручить
Николаю Николаевичу этот маленький подарок, чтобы этот Христос помогал ему и в спорте, и в работе, и в руководстве. Извините. И еще один подарок. И еще у нас появился свой символ на этих Паралимпийских играх. Это шпага, которая принесла золотой укол и победу, золотую медаль. Но больше всего впечатление было от того, что на весь мир звучал наш белорусский гимн и поднимался наш белорусский флаг. За это и боролись. Спасибо. Вам спасибо. Вот что сродни агрария и спортсмена, не зря было сказано, пот до седьмого. Если хочешь, чтобы были результаты, нужно пахать. Ну а для меня, конечно, придется теперь новым видом заняться. Спасибо. Ну и еще одно слово хотел сказать, что спасибо российской делегации за то, что она приехала к нам. Мы всей командой приняли решение для поддержки спортсменов-паралимпийцев России, которых почему-то не допустили на эту Паралимпиаду, и пронесли флаг на торжественном открытии. Это было решение всей команды. Спасибо. Спасибо. Новых побед вам. И, конечно же, награды. Это благодарственные письма председателя Витебского областного исполнительного комитета и цветы. Праздник Дожинки, он богат не только хлебом. И вы слышали в моем выступлении, мы речь вели и о молоке, и о мясе. Это будет правильно на праздник Дожинки нашим спортсменам вручить все то, чем мы богаты. Спасибо вам. На восстановление сил. Дорогие друзья, мы еще раз сердечно поздравляем всех с замечательным праздником тружеников села Витебской области Дожинки 2016. Крепкого вам здоровья, семейного благополучия, хорошего праздничного настроения и новых трудовых побед! Открыни
Здравствуйте, дорогие друзья! Тружеников села Витебщины приветствует Национальный академический народный хор Республики Беларусь имени Геннадия Титовича. Художественный руководитель, народный артист Беларуси Михаил Дриневский. Выступление в праздничном концерте одного из знаковых коллективов страны является большой честью И огромным удовольствием прикоснуться к духовности, к святыне народной песни. В детстве мы говорим «хлеб всему голова». А с возрастом понимаем эту извечную истину.
Национальный академический народный хор Республики Беларусь имени Геннадия Титовича. Дирижировал Иван Абразевич. Дорогие друзья, дожинки в нашей стране давно стали не только мероприятием по подведению итогов уборки зерна. Это красивая традиция, это праздник. С праздником вас, уважаемые гости, поздравляют творческие коллективы Витебщины. На сцене хореографический коллектив «Придзвинские россыпи», Новополоцк. Добрый день, люди, добрый день, хату. Мы в Беларуси, як родной хате. Где мы не были, близко, далеко, чуем спрадвеку буслиный крёкот. Где мы не были, близко, далеко, чуем спрадвеку буслиный крёкот. Добрый день, свату, добрый суседу, будьте здоровы, живите богато. Мы, белорусы, с ширым застольем вас устрагаем хлебом и солью. Мы, белорусы, с ширым застольем вас устрагаем хлебом и солью. Мы, белорусы, с ширым застольем вас устрагаем хлебом и солью. Скоки! Гей, добрые люди! Глядите, что будет! Гримзолі всіх вітають, на дожинки запрошають. Настрою здимається, Свято починається! Пісні добрі співати, нас учить не треба. Ми заставим танцевать и старого деда. Только крикнешь решматей, мешка до своих локтей. Наши ножки не валять, я не хочу танцевать.
наши ножки не болят, пьяный может танцевать, ноги в строки, руки в боки и пачки кружится, а як заспеваем песню, душа в ширке греется. Гармонистом подмигнет, душа как хотелки, подспеваем пьяно ростые припевки. Гармонистом подмигнет, душа как хотелки, подспеваем пьяно ростые припевки. Про музыку не спевайте, а играют сами. Все танцуют с нами, только крикнешь шматей, не шкадешь своих лаптей. Вчора были на базаре. Лапти новые заказали. Только крикнешь шматей, не шкадешь своих лаптей. Наши ножки не болят, пьяный хочет танцевать. Вас вітає городок. Приємно нам, сябри, за тое, што ў госці трапілі да вас. Іскрыста, весела, бадзёра спявае яблынька для вас. Про лявоніку вам будем мы спяваць, гэты танец, гэту песню услаўляць. Нам лявоніку ніколі не забыць, яна будзе вельмі доўга-доўга жыць. Ой, лявоніка, лявоніка моя, спадабалася нам музыка твоя. Нам лявоніку прыгожа танцаваць, вам музыкі трэба жару нападаць. Ой, лявоніка, лявоніка моя, ты заўсёды прыгажу, я не была. З усіх там, но ты лявоніка дабрэй, лишь лявоніку музыкі весялей. Няхай свята разгарыцца, гучаць музыка і спевы, сустракае вас ярыца, ды і дзвінскія напевы. А якія ж танцы, песні без гармонікаў і смыкаў? Вам зайграюць полек 200, верхнядзвінскія музыкі.
пшеница водицу носила. С ведер вода льется, с ведер вода льется, с ведер вода льется, льется, девчина смеется. Не с того смеется, что водица льется, не с того и она смеется, что водица льется. Хлопчучок кудрявый на девчину глядя, хлопчучок кудрявый на яе окенца глядя. А сама девчина невеличка ды маленька, а сама девчина невеличка маленька, дука зелента маленька, сама черноброва, на ей шубочка боброва, сама черноброва, на ей шубочка бобровая, сама черноброва, на ей шубочка бобровая. Сегодня наш праздник проходит в удивительно красивом и уютном месте. Преобразился районный центр, слов нет. Надеемся, новый облик СИНО придется по душе его жителям. И в первую очередь подрастающему поколению новый дворец торжественных обрядов, обновленный физкультно-спортивный комплекс со стадионом, центральная площадь, парк, дом культуры. Вас благодарит и поздравляет юная Витебщина. Премьера песни специально к дожинкам. Владимир Изотов, СИНО. Ехали в Голландию бульбаши спяваць, пачалі Еўропу ўсю бульбы частаваць. Няма ў свеце лепш нічога драніка спячы, гэты смак дапамагае ўсіх перамагчы. Бульба — гэта суперклас, забароніць бульба нас ад усякай атыпічнай трасцы. Бульба — гэта лад жыцця, няма лепей пачуцця, чым паесці смачна бульбы з мясцам.
цукры-тюры толькі за мяжой. З'еш такую на дэсерт у пузе неспакой. Каб заўсёды быць здаровым, бульбы адвары, і адразу вырасцеш да гары. Бульба — гэта суперклас, абароніць бульба нас ад усякай атыпічнай трасы. Бульба — гэта лад жыцця, няма лепей пачуцця, чым паесці смачна бульбы з мясцам. Бульба. 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 Няма ў свеце лепш нічога, дранікаў спячы. Гэты смак дапамагае ўсіх перамагчы. Бульба — гэта суперклас, абароніць бульба нас ад усякай атыпічнай трасы. Бульба — гэта лад жыцця, няма лепей пачуцця, чым паесці смачна бульбы з мясцам. Бульба — гэта суперклас, абароніць бульба нас. Бульба — гэта лад жыцця, няма лепей пачуцця. Бульба. Владимир Изотов, Сенно, ансамбль танца «Лявониха». Вас приветствует самая юная участница концерта Ульяна Полячонок. Город Докшицы. На гармошку, да на трехрядку я сирени положу. Веселее играть сегодня.
Ульяна Полячонок и ансамбль танца «Егоза». Хлеб – залог жизни и счастья, никогда не бывает легкий. Тем больше удовлетворения от работы, гордости за профессию испытывают хлеборобы, глядя на результаты своего труда. Уборочная позади, есть хлеб, можно перевести дух. А есть хлеб, будет и песня. На сцене вокальная группа «Отрада», город-городок. Я страдал по Насте без недели год. Я стоял с букетом у ее ворот. Их папаша видный, как гусак солидный. От Настасьиных ворот дал мне поворот. От Настасьиных ворот дал мне поворот. Коли есть ворота, вот получится, а 4 двора будет улица, а 2 улицы село получается, а вот ваш поворот не считается, от ворот поворот не считается. Я пойду налево от ваших ворот, поинтересуюсь, а кто там живет. Там живет Аглая, как скелет худая. Так на кой же черт мне сдался этот поворот? Я пойду направо от ваших ворот, поинтересуюсь, а кто там живет. Там живет Анисья, толстая да лысая. Так на кой же ему сдался этот поворот? Так на кой же черт мне сдался этот поворот? Коли есть ворота, двор получится, а 4 двора будет улица, а 2 улицы село получается, а вот ваш поворот не считается, от ворот поворот не считается. Прочь пойду от ваших отрезанных ворот, к вам во двор залезу через огород. А мамаша ваша, тетушка Наташа, скажет Насте двери, Насте гости зять идет. Скажет Насте двери, Насте гости зять идет. Деревня, деревня, 4 двора, 4 двора, из ворот ворота. 4 двора, из ворот ворота, а на 5-й дворик миленький мой. Коли есть ворота, двор получится, а 4 двора будет улица, а 2 улицы село получается, а вот ваш поворот не считается, от ворот поворот не считается. С праздником, дорогие хлеборобы! Счастья, здоровья, любви, хорошего настроения! Коли есть ворота, двор получится, а 4 двора будет улица, а 2 улицы село получается, а вот ваш поворот не считается, от ворот поворот не считается. На сцене заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь, ансамбль танца «Лявониха», город Витебск. А знаешь что? Захмелели клены у обочин, растрепал им кудри ветерок. Ты сегодня ночью знаю, знаю точно, до утра опять уснуть не мог. Ты за мною ходишь, как мальчишка, плещется весна в глазах твоих.
может. Снова клены машут издали рукой. Ой-ой. Им не важно, кто был старше, кто моложе. В час, когда мы целовались над рекой. Ой, может быть, весна закончится однажды. Осень встретим мы с тобой наедине. Только это все не важно. Не мешайте, люди, быть счастливы мне. Ходят, бродят разговоры. Все соседи на меня глядят с укором. Говорят, с тобой расстанемся мы скоро. Только это разговоры. Ходят, бродят разговоры. Все соседи на меня глядят с укором. Говорят, с тобой расстанемся мы скоро. Только это разговоры. Ой. А знаешь что? Ты же меня любишь? Ну? Я тебя тоже. Ты же у меня такой хороший, а? А то, что соседи говорят, ты их не слушай. Это все разговоры. Разговоры. Ходят, бродят разговоры. Все соседи на меня глядят с укором. Говорят, с тобой расстанемся мы скоро. Только это разговоры. Говорят, с тобой расстанемся мы скоро. Только это разговоры. Ансамбль танца «Лявониха». А на сцене вокальная группа «Голос», город Новолугомль. Пейте, сударыня, вино, я свою голову давно к вам да на плаху положил. То ли умер, то ли ожил, к вам да на плаху положил. То ли умер, то ли ожил. Нам с вами некого винить, было, что было, не изменить. Утром в соломе и в пыли, что же мы с вами наделали? Утром в соломе и в пыли, что же наделали? Что мы наделали, что мы наделали, что мы наделали? Что мы наделали, что мы наделали, что мы наделали? Знаете, сударь, а мне плевать, что скажут люди о нас опять. Кто в Царство Божие, кто распят, люди многое говорят. Кто в Царство Божие, кто распят, люди многое говорят. Я к вам больной лежу душой, и только с вами мне хорошо. Думал я свыхнется от боли, что же мы с вами наделали? Думал я свыхнется от боли, что же наделали? Что мы наделали, что мы наделали, что мы наделали? Что мы наделали, что мы наделали, что мы наделали? Пейте, сударыня, вино, все, что случилось, все суждено. Утром в соломе и в пыли мы с вами главное нашли. Что мы наделали, что мы наделали, что мы наделали? Что мы наделали, что мы наделали, что мы наделали? Что мы наделали?
что мы наделали. Вокальная группа «Голос». С желанием поздравить и подарить хорошее настроение гости из столицы, популярные молодые лидеры радиоротаций. Дуэт «Провокация». Встречайте! С праздником, друзья! Плыли в небе облака, так хотелось к ним дотронуться рукой. Заслонила солнце мне моя печаль, но бежать хотелось за тобой. Плакать и кричать, только не молчать от того, что ты сегодня не со мной. Ты уходишь, забирая все, что было между нами. Ты уходишь, оставляя боль, что не сказать словами. Ты уходишь, забирая все, что было между нами. Ты уходишь, оставляя боль, что не сказать словами. Знаю, знаю, больше не вернуть. Смятая постель хранит твое тепло, разрывает сердце мне тоска и грусть. Мысли только о тебе одной. Как же все забыть, как же дальше жить? Унесите облака меня с собой. Ты уходишь, забирая все, что было между нами. Ты уходишь, оставляя боль, что не сказать словами. Ты уходишь, забирая все, что было между нами. Ты уходишь, оставляя боль, что не сказать словами. Ты уходишь, забирая все, что было между нами. Ты уходишь, оставляя боль, что не сказать словами. Ты уходишь, забирая все, что было между нами. Ты уходишь. Ты уходишь, забирая все, что было между нами. Ты уходишь, оставляя боль, что не сказать словами. Ты уходишь, забирая все, что было между нами. Ты уходишь, оставляя боль, что не сказать словами. Группа «Провокация», шоу-балет «Сенсация». В старину у древних славян был такой обычай. Потому как люди относятся к труду на земле, как ценят хлеб, подбирали себе друзей. У нас в гостях друзья из Брянской области, потому что они и мы знаем, что это за труд – вырастить хлеб. С музыкальным поздравлением ансамбль народной музыки Брянской областной филармонии «Ватага».
былины седой старины рассказали, как прадеды в русскую землю врастали, как строили крепко и княжили мудро, как тьма уходила и зарилось утро. Ярила сияла над русской землею добрина щедро, и потом, и кровью. Россию строят мужики и варят стали, землю пашут. Россию строят мужики и берегут Россию нашу. И от заката до зари, и от зари до самой ночи. Соленый пот и соль земли. Россию строит люд рабочий. Отцы, как молитву, твердили нам с детства: вы землю свою получили в наследство. Храните Россию, святое богатство, и ваше до пота мужицкое братство. Из древнего корня сыны вырастали, и землю родную со солнцем вращали. Россию строят мужики и варят стали, землю пашут. Россию строят мужики и берегут Россию нашу. И от заката до зари, и от зари до самой ночи. Соленый пот и соль земли. Россию строит люд рабочий. Хотим, чтобы ливни в березах шумели и сыну в ночи колыбельную пели. Хотим, чтобы в поле хлеба колосились и дети отцами своими гордились. И пусть над Россией великой бескрайней звенит благовест перезвоном пасхальным. И от заката до зари, и от зари до самой ночи. Соленый пот и соль земли. Россию строит люд рабочий. Россию строят мужики и берегут Россию нашу. Россию строят мужики и берегут Россию нашу. Спасибо, дорогие друзья. Россию строят мужики, Белоруссию строят мужики. Вообще настоящие мужики строят все и строят всех, созидают и берегут. Ансамбль народной музыки. Еще один сувенир музыкальный от Брянской земли. К вам с поклоном, дорогие друзья. Ну-ка, хлопцы, давайте согреемся трошки. Замерзли, дорогие друзья? Давайте греться. Ленивые танцы можно, кто не может вставать. Вот так вот. Эй!
Ой, Варенька, Варенька, хорошая Варенька, ой, не ты ли, Варвара, меня высушила, ой, не ты ли, Варвара, меня высушила, без морозу, да и без ветра сердце вы напила. Без морозу, да и без ветра сердце вы напила, заставила Варвара себе в гости ходить, заставила Варвара себе в гости ходить, себе в гости ходить, да все подарочки дарить. Ну-ка, дайте перца, хлопцы! Еще! Заставила Варвара себе в гости ходить, себе в гости ходить, да все подарочки дарить. Подарю я Вареньке, черевички аленькие, мы пойдем с тобой от радого зеленый сад гулять. Ого! Эй, мы пойдем с тобой от радого зеленый сад гулять. Ой, Варенька, Варенька, хорошая Варенька, ой, не ты ли, Варвара, меня высушила. Ой, не ты ли, Варвара, ой, меня высушила. Ансамбль народной музыки «Ватага», город Брянск. 2016 год указом президента Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко объявлен годом культуры. Этот год отмечен большим количеством торжеств и юбилейных мероприятий, в том числе 25-м международным фестивалем искусств «Славянский базар» в Витебске. Вас поздравляет обладатель гран-при конкурса молодых исполнителей «Славянский базар 2016» Алексей Гросс. Встречайте! С праздником Сино! С праздником! Эту песню я выбрал не просто так. Я хочу, чтобы мы попели вместе с вами. Будем петь! Сино, будем петь! Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна. А звезды, тем не менее, а звезды, тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны. И как в часы затмения, и как в часы затмения, ждем света и земные, видим сны, сынов вместе со мной. И снится нам не рокот космодрома, не залезная синева, а снится нам трава, трава у дома. Зеленая, зеленая трава. Теперь мужской куплет. Мужчины собрались все. Сыно, я вас не слышу. Здравствуйте. Ну и вам здравствуйте. Мужчины. А мы летим орбитами, путями неизбитыми, прошит метеоритами простор. Оправдан риском мужества, космическая музыка вплывает в деловой наш разговор. В какой-то дымке матовой земля, в иллюминаторе вечерняя и ранняя заря.
сын грустит о матери, а сын грустит о матери, ждет сына мать, за сыновей земля. Сынок, ссорит все вместе, и снится нам не рокот космодрома. Отлично поем. Нет, ледяная синева, а снится нам трава, трава у дома. Зеленая, зеленая трава. Женой, еще раз с праздником. Счастья вам, улыбок побольше, отличного настроения, несмотря на погоду. Вы большие молодцы. Танцуем вместе с Кроссом, мне вообще холодно. Но видите, я не сдаюсь. Сейчас будем петь попеременно. Посмотрим, как у вас умеют петь. Да, сынок? Поем. И снится нам не рокот космодрома. Нет, ледяная синева, а снится нам трава, трава у дома. Зеленая, зеленая трава. И теперь вместе с вами. И снится нам не рокот космодрома. Теперь вы. Первый ряд молодцы, еще раз. А снится нам трава. Вот это да, отлично, еще раз. Мужики, супер, круто, еще раз. И снится нам не рокот космодрома. Нет, ледяная синева. А снится нам трава, трава у дома. Зеленая, зеленая трава. Спасибо большое, сынок. Спасибо вам большое. Всего вам самого наилучшего здоровья в первую очередь. Любите друг друга каждую минуту, каждый день, всегда. Спасибо, с вами был Алексей Гросс. И еще раз вас всех с праздником. Спасибо. Спасибо, до новых встреч. На сцене победитель республиканского тура и надежда на успех в детском международном конкурсе песни Евровидения 2016 Александр Миненок. Каждый стук бит, каждый звук хит. Мир без музыки и ритма был забыт. Это мой путь, в этом вся суть. Разобрать судьбу по нотам и рискнуть. В мире звуковых схем, где нет немых сцен, я хочу оставить свой след. Не важно,
is folk, this is rock, this is my life. Breaking silence all the night till the sunlight. This is fun, this is fun, this is my light. Choose the music of my life till the sunlight. This is trance, this is trance, this is my light. Breaking silence all the night till the sunlight. No matter funk, rock, punk, reggae, and hip hop, rap, jazz, soul, country, maybe pop. How to decide what I'm gonna play? But I know the answer. Music is my only way. My way, my way, my way. Music is my only way. Александр Миненок и шоу-балет «Сенсация». Город Витебск. А на сцене победительница республиканского конкурса «Поющие города» Анастасия Лейкина. Город Витебск. С праздником, дорогие друзья! Встречайте, будущая звездочка Анастасия Мартынова! Наш березовый край упрожили на хрек. Мы с тобою душой поєднані навек. Тут зязюля безконця лічить вяки. І на поясі слуцьким цвітуть васильки. Тут зязюля безконця лічить вяки. И на поясе слуцким цветут васильки. Родима моя, родная Беларусь, плыве космонавт у твоим поднебесье. Родима моя, родная Беларусь, согрета земля тут Матулиной песней. Согрета земля тут Матулиной песней. Усё багацце традиций и мудрость земли, и цудоўныя спевы, и дедов завет. Мы с любовью до наших детей зберегли, а любов до країни у серці живе. Мы с любовью до наших детей зберегли, а любов до країни у серці живе. Родима моя,
Анастасия Лейкина и Анастасия Мартынова. Ансамбль танца Леониха, ансамбль танца Егоза. Человек выращивает хлеб, а хлеб растит человека, воспитывает и проверяет его на зрелость и мужество. Слова поэта Расула Гамзатова как нельзя точно и емко выражают суть призвания хлебороб. Мерилом достоинств человека всегда были и будут плоды его труда. Вырастить урожай трудно, а убрать его быстро, без потерь, требует полной отдачи сил и ответственности. Низкий поклон вам, труженики села, честь и слава вам за труд. Здоровья, сил, настроения праздника Витебщине и всей нашей любимой Беларуси! За озерами блакитными прозрыстыми, за зеленою дубравою тиши, где ласкаво солнце светит небо чистое, на узвыши дом батьковский мой стоит, легко дыхает зранку, коли выйдешь ты на органа, моя песня на просторы дай летит. Ты моя Беларусь родная, ты моя Беларусь шодрая, ты у сердце моим и у думках моих назавжди, назавжди. Ты моя Беларусь зорная, ты моя Беларусь вольная, ты у сердце моим и у думках моих назавжди, назавжди. Мы як волоты сумленные и мужные, силу от земли набрали и ветров, и тримаем лес в руках своих натруджених. Ганарись, народ, ты кожний и сынов, что покинули нам продки, заховали мы с пешотой незалежную країну і спокой. Ты моя Беларусь родная, ты моя Беларусь шодрая, ты у сердце моим и у думках моих назавжди, назавжди. Ты моя Беларусь зорная, ты моя Беларусь вольная, ты у сердце моим и у думках моих назавжди, назавжди. Ты моя Беларусь родная, ты моя Беларусь шодрая, ты у сердце моим и у думках моих назавжди, назавжди. Ты моя Беларусь зорная, ты моя Беларусь вольная, ты у сердце моим и у думках моих назавжди, назавжди. Ты моя Беларусь родная, ты моя Беларусь шодрая, ты у сердце моим и у думках моих назавжди, назавжди. Ты моя Беларусь зорная, ты моя Беларусь вольная, ты у сердце моим и у думках моих назавжди, назавжди. Ты моя Беларусь. Цветы участникам концерта от председателя Витебского областного исполнительного комитета
Николая Николаевича Шерстнева.